Братцы, всем привет! Ну что, наконец-то закончились эти снега, хотя еще поля все в снегу. Много-много снега, еще весь не растаял после того, как нас завалило. Ну, в общем, ребят, вода очень сильно упала. Упала просто на метров 2. Чтобы вы понимали, вот вода стояла под берег, под обрыв. В данный момент, смотрите, ребят, как водичка хорошо себя показывает. Ужас просто, как она быстро упала. И, в общем, я, ребят, не теряя времени, в общем, погодка более-менее устаканилась. Я поделал хорошо свои дела. У меня есть неделя, прям неделя автономки. Я могу, в принципе, и ночевать в различных местах, не выезжая домой. Ну, скорее всего, буду возвращаться. В общем, ребята, начинаем эпопею. Один на реке, ребята, весенний налим 20-24. Я думаю, все должно быть четко. По такой воде, я думаю, будут уже хорошие открытые места, куда можно встать, где можно заночевать. Ну и, в общем, сегодня, ребята, первый выезд, так скажем. Иду наверх, иду на свою точку. В любом случае надо ее проверить. Так что как-то так. Все, отхожу от деревни, ребята. 4-й час времени. Сегодня с опозданием немного. Ну ничего. Долетим, думаю, быстренько. А там уже дело в прошлое разберемся. Ну, в общем, все, ребята, полетели. Фух, давай, с Богом. Как обычно, покидал вещички. Палаточка, печечка, брикетики. В общем, заправил бензином, бак. Ну и все. В путь дорожку, ребята. Поехали.
Я на месте, ребята. Это одно из самых моих любимых мест. Но я сюда не планировал, ребята. Я хотел идти дальше на ту точку, в которой я пробовал пробраться. Помните, ребята? Но она была залита еще 5 дней назад. Смотрите, что происходит. Уже открылись даже пляжи. Это просто ужас. Я когда проходил, вот кусочек немножко вот этого песка торчало. Вот немножко вообще вот так. Может, максимум. И все, вот по кусты была вода. Понятно, по обрыв. Смотрите, ребята. Охренеть, полноценный пляж. В мае, блин. Офигеть. Круто. Конечно, круто. Здесь кто-то стоял, ребята. Наверное, даже, возможно, и сегодня кто-то ночевал. Вот свежие рогатульки. Раз, два, три, четыре. 4 рогатульки. Кто-то стоял, походу, рыбачил. Ну, не знаю, сегодня или вчера, но видно, что вода упала после того, как здесь, блин, такой мыс прикольный намыло. Место меняется, офигеть. Место меняется. Я зимой здесь жалюзи ставлю. Вот. Какую херню намыло, блин. В общем, ребят, я не смог устоять, короче, я остановился здесь, потому что, блин, песок, ребята, песочек. Блин, вот это круто. Как же все быстро, ребятки. Сегодня у нас 13 мая. На улице совсем не душно, ребят. Всего лишь 1 градус тепла. Продолжает морозить. Ночью опять будет -2, -3, что-то такое. В общем, только 16 мая начинается там более-менее какой-то там в районе 10-8 градусов. Ну да, видать, не знаю, с ночевкой, не с ночевкой были. Ну, такое ощущение, что не ночевали, потому что, ну, следов очень мало. Дрова, вот, костер человек разжег. Видите, и даже дрова не попалил. Что-то привез, какую-то сушину. Не знаю. Ну, я, ребят, забалдею здесь, 100%. Правда, поляна, она в снегу еще вся. До сих пор еще ничего не растаяло. Палатку, если что, придется поставить куда-то на снег. Ну, у меня раскладушки, все дела. Так что не на земле буду спать. Вот. Самое главное, нету снега, ребята, и нету дождя. Это самое главное. Да и песок, ребята, да ну. Неделю назад тут еще просто водоем был. Вода вот доходила. Вот покуда, не знаю, но вот здесь видно была вода. Как хорошенько она упала. Бомба, ребят, базирую здесь 100%, потому что место лайтовое. Хотя я здесь не первый, но ничего. О, да, видно, что вода еще была большевата. Ну, может, день-два назад кто-то рыбачил. И, видать, походу не ночевал даже. Здесь хорошая обратка. Видите, как крутит. Здесь прям что нужно. И песок. Налим, сами знаете, любит песочек. Блин, ну вообще бомба. Мне очень нравится. Все, погнали. Разгружаемся быстренько сейчас. Потому что время уже 4 часа, ребята. Весенний налим, он клюет и в 5, и в 6. Так что надо успевать забросить доночки, а потом уже лагерек. И все остальное. Класс.
что, ребятки, давайте будем. Очень обожаю рыбалку с песков донками. Во-первых, ну, это перспектива, это налим. Ну, понятно, и с обрывов можно рыбачить налима, и в коряжнике. Ну, в первую очередь, конечно, это песок. Как ни крути, живет он может где-то в ямах, в корягах, но кормится он именно на песках, ребята. Ну, не люблю с другой стороны пески, потому что все грязное. Вот песок, вот это сами понимаете. Тем более, когда дождь, это все в песке, все вещи в песке, там туда-сюда. И вот пришлось, ну, поднялся туда на травушку. Здесь, правда, снег, ну, нормально. Здесь можно будет сидеть, рассматривать донки. Вообще хочу балдеть на природе, хоть и холодно, но палатка это такое себе. Вечером ее поставим уже перед сумерками. Вон там на бугорке я взял брикеты, как бы так. Не планировал вообще, я даже пилу не брал с собой, потому что думал, туда если пойду, там дров нету, брикетов хватит, пачки. Ой, кайф. Так что так. Ну чё, занимаемся доночками, ребята, расставим сейчас, быстренько сейчас рогатки рубанем. Ну и как обычно, по старой схеме, вперед из песней. Давайте, ребятки. Как она резко вообще, да ну нафиг. Я понимал по лодке, когда я приезжал, лодка, смотрю, задрата, спускал ее, но не думал, что вот так прям песок откроется. Я здесь открываюсь, конечно, но кое-кое пупочек торчит, вот так в кустах ставлю, там донки бывают. А здесь целый пляж просто свободен. Офигеть. Причем он подсох, он плотный. Класс. Так, ребятки, ну что, знакомые проезжали. Васька, привет, будешь смотреть. Косья мы угостили. Косья это по коме, ребят, сушеное мясо. Прикольно, видишь, кстати, под пиво. Так, ладно. Пока с ними потарахтел. Время идет, надо ставить. Надо ставить. Поехали, ребятки. Поехали. Так, Черден Робен у меня. Еще с зимы.
Ну все, ребятки, сделал дела. 8 штучек как с куста. Вот здесь по ямке 4 получилось. Вот, и потом ушел по пляжу. По пляжу еще 4 штучки, ребятки, поставил. Шикарно, в общем. Да, я в шоке, конечно. Я не думал, что такое будет место. Столько воды упало. Жестко. Ну вот на эти будем рассчитывать, ребят. Вот на эти. Это как раз вот на лимье. Что ни на есть. 4 донки. Ну а там, в принципе, и я сюда попадался весной. И лещ. Разные рыбы. Там уже более такое течение идет. Вот. Все, как-то так. Лодочка стоит, мотором уперся. Надо будет какой-то кол потом забить да привязать ее. Вот такие дела. Холодно, ребята. Блин, все шикарно, но дубак. 17:34, пол-6. Как раз. Прям четко поставил. +1 всего градус. Такое себе, блин. Это нифига, даже не +10. Ничего. Палатка, печка. Сейчас проблем насчет этого нету. Давайте, ребят, за поклевочку первую. За первый дзинь. Васька Кусь я ему угостил, соленый. Пить охота. Ну, вкусная тема. Помню, как-то в детстве дядька там у нас один делал. Постоянно. Ну, мы пацанами на чердак к нему залазили. Короче, угощаюсь бесплатно. Помню, один раз залезли. А он нас ждал там. Я успел выбежать. Костю поймали. Ох, он ему жопу надер. Ну ничего, нормально вроде. Вот такие дела. Не хочу спуститься в палисадник. Но вот здесь, ребята, все затоплено было. Вот этот пятак еще бугор, видать, не топило, возвышенность. А вот здесь уже вот течение проходило полностью. Вон, видите, смотрите, сколько песка с реки намыло. Просто какой-то пляж смыло, походу, и он сюда замыло. Жестко. Здесь вот течение шло. А вот этот бугор не тронуло. Вода вот до сюда доходила. Чисто пятак такой был, как островок. Да. В этом году, наверное, опять все поменяется. Точки, места другие станут. Ну так, немножко есть. Грязьки-то чуть-чуть есть. Но это не критично. Это нормально. Червей, конечно, не особо много у меня. Нужно экономить. А так что, ребят, пишите вы мне там на креветки, на печень. Ребят, я пробовал. 1000 раз пробовал. Нифига у нас он не клюет. Может, где-то его очень много. Он и берет на это все дело.
Далековато, конечно, я бахнул-то. Ну, посмотрим. Дистанции разные. Где-то 15, где-то 12 метров. По-разному. На течение, друзья, уже травы порядком. И смотрю, здесь уже на меляке мелочь ходит. Уже мелочь объедает. Вон сколько травы. Вон, видите, поедено. На течение здесь уже мелочушка. Ну, видать, и елец какой-нибудь. Или что-нибудь еще. Такого плана. Глубина здесь небольшая уже. Тут уже пожевывает что-то. Так. О, вообще бело все. Объела. Вот это мне, конечно, не нравится. Ну да ладно. Ночью все равно мелочь должна отойти. По идее так-то. Тут недалеко. Вон, видите, глубина 1,2 метра. Ну все, друзья, поставил я домик. 6 секи готово. Установил уже печку. Пошехоночка 25 литров. Кстати, вот у меня был момент. Отверстие вот именно в печку как-то расширилось. И труба, короче, ребят, начала пролазить внутрь. Вот посоветовали хомут
А то я обычно подкладывал там, подсовывал, хомутик сделал. Вроде ничего, нормально. Ну такая она, видите, ребят, марка. Вот что мне не нравится. Вот будешь ходить, вот юбку всю запинаешь и, блин, жалко просто. Ну а так-то что, прикольно. На снежке-то она смотрится. Так, деревьям увязался. Несерьезно, конечно, но нормально. Думаю, не утащит. Колышек у меня нету. Под нее надо, кстати, колышки взять еще. Хотя я не планирую летом пользоваться ей. Ну, в общем, пойдет. Ну все, ребятки. Рыбалка на налима начинается. Время 19:50, 8 часов. Ну вот к 9, в принципе, будем ожидать. В принципе, нормально все. Мне нравится. По расположению. Да, немножко трава есть, но это мелочь. Так что будем ждать. Теперь только ждать, ребят. Палатка заряжена. Брикеты занес. Там только есть подпалить, так скажем. Вот. Пока вроде терпимо. Но надо бушлат уже одевать. Все равно зябко. Ну и в принципе осталось часик, наверное. Может даже меньше. Сегодня пасмурно. Потемнеет пораньше. Вот такие дела. Ну сейчас хочу жестко походить. Все равно найдем, ребята. Не может быть так. Тем более с такой водой. Это, конечно, круто. Не везде, конечно, сейчас кайф. Резко вода упала. Местами грязь, наверное, глина такая, знаете. Ну, как бы ни было. Вода прям дает. Будем ждать. Так что, ребят, давайте, до звоночка. Друзья, хотел уделить минуту вашего внимания. В этом сезоне немного попутешествовал по своей необъятной стране. Заезжал в гости к Паше в Тверскую область. Был в гостях у Сергея в Вологодской области. Немного разнообразил контент. В общем, путешествие это всегда круто. Это всегда новые знакомства, новые эмоции. Но не стоит забывать о родных и близких, которые ждут вас дома. В моем случае это девчонки, супруга, дочка, мама. Они всегда переживают, когда я уезжаю надолго. И по приезду я стараюсь всегда организовать какой-нибудь праздник, привезти какой-нибудь подарок. Ну, в моей ситуации не всегда бывает успешно, так как живу в деревне и возможностей здесь со сравнением с городом не так уж много. Недавно наткнулся, ребят, на магазин. Магазин называется «Мир цветов». Находится в республике Коми, город Сыктывкар. Ребята специализируются на продаже свежесрезанных цветов, букетов, комнатных цветов, грунтов, удобрений, рассады. В общем, все, что связано с цветами, ребята занимаются. Также составляют букеты на любой вкус и цвет. Составляют авторские букеты, занимаются свадебной флористикой. Огромный ассортимент. И под каждый праздник у ребят в магазине проходят акции. Бывают какие-то скидки. В общем, друзья, хочу познакомить вас и поделиться информацией. Оставляю ссылку на группу магазин «Мир цветов» в описании, ну а также номер телефона. Ну и приятный, так скажем, бонус от меня. По моему промокоду Дрюня на любой ассортимент, точнее на любые цветы, вам будет скидка 10%. Дарите и радуйте, друзья, цветами не только в праздники, но и в простые дни. Ну, продолжаем просмотр.
Есть, ребята. С корягой, блин. Есть, ребятки. Первый Никодим. Вот он, красавец. Донка не звенела нифига. Решил перепроверить. Первый, ребята. А там коряга, блин, еще. Он, видать, хапнул в корягу сразу. Ну, повезло, достал. Такой килограмм. Первый, ребят, Никодимыч. Опа. Красавчик. Такой упитанный бродяга. Ништяк. Я, получается, выход с ямы, ребят. Или, ну, выход или вход. Точнее, выход, да. Есть первый. Отлично. А донка не звенела, ничего. Потому что с таким корнем, блин, вышло. Повезло, ребята. Оторвал корень. И с налимом смотрю. О, ништяк. А я ее как-то, ребят, в тот раз не добросил чуть-чуть. Чуть-чуть я ее не добросил. Думаю, ну ладно. Вот там какие-то корни, блин. Не звенело нифига. Думаю, 9 час надо. Темнеет, надо перезабросить. О, ноночка это сработало. Килограмм такой пойдет. И классика жанра, как обычно. Ближний поводок. Грузил, который. Почему-то всегда на него больше поклевок. Блин, ну с корягой оторвал корень, блин. Повезло. Так. Ну отлично. Распечатали мы. Повторить бы еще. Да? Еще один, ребята. Да, этот малыш хорошо сбоку заел. Опа. Он какой засранец. Давай, брат. Иди за дедом. Беги. Давай, давай, змеюга. Пошел. На мелике я взял, ребята. Вышли на лимчике, короче. Все хорошо.
что, братцы, переехал я в палатку. Как ей не хотелось бы посидеть мне на бережку, но холодно, блин, дубак. В бушлатах вон ходим. Ё-моё, блин, май месяц. Закрой, говорит, дверь, не май месяц, да? Ну да, тут поговорка не катит нифига. В 9 часов, ребята, по стандарту вышел на лимчик. Ну не слышал ни одного звоночка. Во-первых, ветер с той стороны, я тут в кустах, более-менее тихо мне. А с поворота там прям дует хорошо. Плюс трава, натяг такой. И в общем, ну, налим даже если берет, донка как струна. Поклевки не слышно получается. Да, в принципе, раньше ходили. Вообще не заморачивали насчет колокольчиков. Так, палочки какие-то подвешивали там туда-сюда. Бывало вообще без колокольчиков. Каждый час ходишь там, проверяешь, все. Плюс-минус. Ну, как бы вот плотно с 9 вот до часу. Вот. Как-то на так. Ну все, ребят, я открыл сезон. Я доволен, как удав вообще. Не пойму, там корень такой, блин. Вот смотрю, пузо белое мелькает. И там тоже на мельках хапнул. Вот там писен. Ну и отлично, что. Если зазвенит, в принципе, можно услышать. Ну да, можно. Ну а так будем ходить каждый час. Вот и все. Смотреть. Кушать пока неохота, ребята. Голова что-то разболелась. Таблетку надо вжарить. Хрен знает, что за... Так резко причем. Голова заболела. Ну вот. Что, раскладушечка, спальничек, печурочка. Че мается? В крайнюю рыбалку там на Владикостра намерз, блин, належался. Но не заболел, слава богу. Думаю, нафиг, что я там буду сидеть, задует. Тут она поприятнее будет. Тут даже без печки намного теплее, ребят. Да, снегирек, не думал, что я тебя буду вытаскивать. Ну не знаю, что-то надо думать, ребят, потому что, блин, этот вообще вариант меня не устраивает. Просто жалко палатку. Я ее замахорю. Просто замахорю ее, если вот так таскать ее сейчас. Больнота большая. Ну вот. Ну, брикетики есть. Пачка брикетов взял. Спрашивают, сколько хватает. 3 брикета, ребят, плюс-минус на средний. Ну, на тяге, на минимум. Но ночью спим 3 часа, плюс-минус 2,5 там. Ну, это когда морозы, а в такую погоду-то что? Ночью будет -1. Вообще кайф. Там на крайняк дрова наколотые уже, там одну полежку можно будет взять, если там не хватит под утро. Потому что буду спать, что. Ну, я отрыбалю сегодня, конечно, до 2, 100%. Попозже, сейчас пока, ребят, прям хочу возле там, вот там быть прям. Даже раскладушку не хотел занести, думаю, там буду сидеть. Ну, холодно, блин. Буду выходить сейчас. А потом уже позже. Может, что-нибудь с варганем. А так кус я съел, блин, Васькиного. Так пить хочу. Чаем не напиваюсь, нифига, блин. Сейчас бы что-нибудь такого, блин, хапнуть. Пью. Только нафиг съел. Кос яй. Ну это по коме, еще раз говорю, кос это, ребят, сушеное или сухое, а яй это вот по коме мясо. У нас же есть свой национальный язык. Я, правда, вот не ГГРО, как говорится. Ну, местные поймут меня. Ай, душа полетела в рай. Еще таких парочку, ребята. Красота. Пузатый такой, интересно, что у него там внутри, блин. Кого он проглотил там, блин. Ну, заглотил он. Нормально заглотил. Поставить надо батарейки заряжаться. Вот зима, короче, капитальная. Мерзнут, камера мерзнет, садится. Кстати, вот спрашивали по поводу пауэрбанка. Андрюха, какие посоветуешь? Вон, ребята, у меня походные. 20-очка Ромас. Вот, и 30-очка Ромас. Боевой уже у меня товарищ.
Вот, то бишь, плюс-минус полтинник со мной. Ну, у меня там еще десятка есть. Так, на резерв. Я его обычно не достаю. Ну, на крайняк так, если надо будет что-то. Быстрая зарядка здесь есть. Телефончик, что-то туда-сюда. Но мне непосредственно нужно заряжать батарейки вот на камеру. Всегда головная боль. Пока что-то в палатке ковырялся туда-сюда. Смотрю, уже 10 часов, оказывается, вечера. Ну, стоит моя юрта. Блин, от снега так прикольно видно. Вот, допустим, здесь и здесь, видите, ребят, разница какая. Надо будет червей занести, не забыть, то заморожу нафиг. И так с червями проблема. Ну тут вообще бардак какой-то. О, что тут такое? Это я сейчас тоже корень какой-то вытащил, корешок. Здесь палку вытащил. Ну и здесь налимом вон корень какой. Вот такие дела. Вода падает, ребята. Надо будет еще колу бить, не забыть. Но на моторе стоит, на сапоге, и как бы нормально. Вон видно даже, как по лодке вода упала. Офигеть. Да. Ну пройдусь, ребят, сейчас самый пик, надо работать. Траву пошибать, да чё. Еще засранец, ребята. Кстати, на эту же, на которую попался. Более-менее. Давай, давай, давай. Оп. Вроде нормально сбоку. На лемяхи-то мелкие. Опа. Давай, бродяга. Извини, конечно, что вот так вышло. Пошел. Что-то голова, ребят, разболелась, не приходит. Надо что-то бахнуть. Что-то надо бахнуть. Активированный уголь. Не пойдет. Пентангин, в принципе, нормальная бейсболка. Так, это у нас мазик. Бинты. Зеленка. Лейкопластыри. Так, а что тут у нас тоже еще какие-то таблетки. Имодиум. Это от желудка. Лейкопластыри. Ибупрофен тоже, в принципе, можно бахнуть. Парацетамол. Аспиринка есть у нас? Нет? Должна же быть аспиринка. Лапирамид. Лапирамид это у нас от жидкого стула. Ацетиловая кислота. Вот ацетилочку бахнем. Она и кровь разжижает, и нормально. Таблеток, ребята, на все случаи жизни. Тем более в лесу всякое бывает.
И живот прихворает, что-нибудь не съешь не то. Порежешься. И зуб заболит бывает. Ай, вот, или иголку воткнешь в палец. Даже есть, ребята, уколы. Даже укольчики есть с ампулами. Внутривенно тоже обезболки, ребята. Я уже укол делал одному. Рубанул палец себе хорошо. Что-то аж побелел он, бедолага весь. Пришлось укольчик ему сделать. Так что аптечка нужна. — 12 часов, ребята, полночь. 14 мая перевалили. Кстати, ребята сейчас проехали. Видать, не клюет, уехали. Ну и у меня вроде тоже тишина. В палатке, правда, сижу там. Кинишко смотрю. Ну тут ветерок все равно, здесь ветер с оттуда идет. Там-то намного поприятнее. Ладно, пройду сейчас, перекину. Посмотрим. Траву пошибаю. Нужно добавлять. Сниму, ребята, я флиску. Одену легкие штаны, чтобы поприятнее было. Все равно сковывает. Да и в палатке-то теплый. Радует. Радует меня. Тепло. Да, это не возле костра валяться. Это сейчас, ребят, вот так балдеть можно. Не, конечно, как далеко, да? Шагнула рыбалка. Я в плане вот этого всего комфорта. Раньше же такого не было. Ну, были палатки, но они громоздкие, блин, тяжелые. Колья там какие-то вбивали. А сейчас он шмык-шмык. Красота. Вообще бомба. Реально кайфуй, живи, погода, не погода. Ну, рыбы стало меньше. Это явно.
Так, ребят, ну что, достоял я до самого утра. На улице уже рассветает, вот как вы видите. Время 2 часа. Заваливаю спать. Перезакинул доночки еще раз. Трава, налима нету. Короче, отбиваюсь. До часиков 6 будем спать. Все, ребят, до утра. Птички сейчас начинают петь. Как раз самое то. Все, выключил свет, короче. Все, ребят. И отбой. Как же охрененно. Как же замечательно. Братва, доброе утро. Ну, в принципе, я утром-то и лег. Просто рассвело. Шикарно вообще. Время 6:30. Ну, так и планировал встать. В 2 я в 3 вчера отбился. Вообще тепло. Шикарно. Ночью что-то было -1, -2 по прогнозу. Ну, снег, корка подмораживал, да, я когда выходил вот последний раз, крайний раз. Вот. Проснулся, в 2 часа я забил, у меня были много углей и 3 брикетины я засунул. В общем, полная печка была у меня. Вот проснулся, до сих пор угли еще отдает теплом. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 6,5, 3,5 часа, 4,5 часа, ребята. Плюс-минус. Ну, 4 часа, в общем. Печка держала еще угли. Это была на минимум. Полная печка. Я считаю, нормально. 4 часа, в принципе, это хороший сон на рыбалке. Как и в армии, как и в наряде. 4 часа это, в принципе, нормально. Ну, как-то так. Ночью никто не приходил под утро. Никто не шерстел. Чисто течение. Спишь, когда слышишь, прям как она бурлит. Нормал вообще. Ночевка мне понравилась. Брикеты даже остались еще. Короче, хорошая альтернатива. Вот так, когда уезжаешь, вот берешь с собой. Вполне достаточно. Че, пьем чай? Донки, смотрю, все у берега. Там травы, походу, набило. Ну,
По весне обычно вот в такое время я еще перезаряжаю, то бишь насаживаю свежих червей. Это когда более-менее уже какое-то шевеление белой рыбы, и езек может с утра залететь, а сейчас, мне кажется, рано. Вода холодная, рыба не ходит. Так что я не вижу смысла, лучше поберегу червей. Завтракать что-то неохота. Чай есть у нас. Я, правда, вчера в 2 часа, ребята, бутерброд еще съел с хлебом, с колбасой, с майонезом. Вот. А так вот, там, не знаю, еще если на кружка есть. Чай вчера гонял, проснулся весь отекший. Много жидкости на ночь пьешь и ложишься, и потом просыпаешься весь опухший. Так что потихоньку будем сворачиваться ближе к делу, так скажем. Чё? Ближе к делу, ребята. Соберу спальник сейчас, коврик. В общем, ништяк. Соберу спальное место, так скажем. Вот маленькая подушка у меня. Вот такая пенка. И вот спальничек. До бога уже повидавший видов, весь прожженный, порванный. Ну, ребят, у меня много спальников. Но вот этот спальник у меня один из первых. И знаете, вот в нем я себя чувствую прям, не знаю, комфортно. И почему-то вот у меня есть такого же плана новый. Мне дарили на день рождения. Но я все таскаю его. Вот, лежит душа мне, понимаете, ребят. Вот тоже бывает такое. Есть какие-то кофты, да, допустим, или куртки. Вот одну отделал и носишь ее. Также и с ножом. Ножей много, а вот лежит душа у меня к одному, и все. Так, полная зарядка, ребята, моего светильника. Хотя вчера вообще его не выключал. Арматек также еще послужит. Я его приоткручиваю, чтобы где-то не нажалось случайно. Порубан вчера заряжал, 30-ка. 4 батарейки по 1800. С утра поставил телефон. Также он только одно деление пропало. В общем, вполне могу стоять еще не одну ночь. Вот таким макаром. Вот такие дела, ребят. Кухню так и не доставал. Бутерброды, шмоты, что-то неохота. Вот горячую кружку бы я, ребят, навернул. Куриный с лапшой. Мне нравится гороховый. Вот так вот. Это донка прям вся у берега. Смотрите, как вода, друзья, упала. Но здесь она, я чуть подлиннее сделал, и она здесь на течении хватает травы много, из-за этого стаскивает. Вот это вчера я сколько пощипал здесь травушки-то. Ну да, за 4 часа там все понятно. Вон тут какие-то ветки. Самое, да, это вот такие ветки, ребят, цепляются. Они потом сносят. Ветки, да, они тянут хорошо, и сопротивление получается мощное.
Блин, ну трава у нас, вот эта грязь круглый год. Вообще. Что не поделай. Понятно, что летом ее меньше, но она есть. Она есть постоянно, ребят. Подхожу, ребят, к лодке. У меня дергается колокольчик. Эта донка у меня фартовая. Вчера мы 2 штук поймали. Да, ребят, есть рыбка. Есть налимяш, походу. Такое ощущение, что зацеп был. Нет, вроде дергает, ребят. Водит. Да? Попался все-таки еще один. Такой же, ребята. Опа. Такой же. В ямке. Смотрите, губу уже себе как разбил. Все-таки попался утренний какой-то. Я сидел-то хорошо. Такой же, брат, только какой-то светлый. В районе килухи. Иду что-то, а вот проходил не было, не видно было. Вот что значит донка, видали, ребят? Вот работает одна донка. Пожалуйста, вход или выход в яму. Ай, не сжимай. И вот 3 штуки на него попалось. То бишь всю рыбалку одна доночка сделала. Круто. Пойду на сняк его кину. Но вот не такой пузатый, как тот. Все, ребятки, подсобрал вещички, уложил уже лодочку. Ну, за мной, как всегда, ребят, порядок, чистота. Помог немножко весне протаять лед, так скажем. После палатки снег растаял. Все, дрова я не трогал. Это, кстати, вот у Васи, они здесь и рыбачили, оказывается. Даже брикеты остались, в общем, такие дела. Шикарно провел время, отрыбачил и даже с уловом, ребят. Поймал 2 красавчика. Жареха будет отменная. И, ребята, 2 красавца. Практически одинаковые. Этот такой пузатый, наверное, килограмм. Этот грамм 900, чуть-чуть не дорос до килограмма. Ну, в принципе, то, что нужно. То, что доктор прописал. В общем, у нас 4 хвоста, 2 небольших и вот 2 таких жаренка. Поедут домой сегодня на жареху. Так, весна, что, ребят, полным ходом. Будем двигаться, будем искать, будем смотреть. В общем, давайте на связи. Всем удачи. Ну и пока. Ну все, ребята. Немножко погрелся. Все-таки
минусовая погода ночью. Ну вот так как-то резко она внезапно упала вода, и вот, пожалуйста, открытые места. А так еще вот 5 дней назад, вот видите, ребят, полоса идет. Вот вода вот под студа стояла. Вот видите, это вот метра 2 она упала. Очуметь. Ну ладно, полетели. Дело прошлое.